и «Крымский вечер». Приветствую всех, кто присоединился к эфиру радио Крым-Реалии. Это программа «Крымский вечер». У микрофона для вас работает Эльвина Сидбулаева. На полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube странице Крым-Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте. Слушатели могут присоединиться к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И обращаю внимание слушателей, что с 30 марта время эфира в связи с переходом Киева на летнее время изменилось. Утренний эфир слушайте с 8:00, дневные программы с 13:00 и вечерние в 18:00. И мы начинаем. Тема дня. И сегодня мы обсудим новое обвинение лидеру крымских татар со стороны российских правоохранителей накануне акции «Марш достоинства», во время которой активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Российские силовики подготовили новое обвинение лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Кроме того, силовики в Крыму пришли к активистам крымско-татарского национального движения с вопросом о предстоящей акции. Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса акция перенесена с 3 мая на неопределенное время. И будем сегодня также говорить, смогут ли соседние России повлиять на планы проведения акции и что думают о происходящем инициаторам марша достоинства. Об этом мы поговорим и в ближайший час. Следственный комитет России подготовил лидеру крымско-татарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в незаконном пересечении границы Российской Федерации и незаконном обращении с оружием. Копию документа опубликовала «Украинская правда», который сам Джемилев и передал интернет-изданию, и согласно которому соответствующее уголовное дело было возбуждено 11 августа. И непосредственно об этом деле мы будем говорить с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Он сейчас нас слышит и присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер, Мустафа. Мустафа. Да. Вы уже в эфире. Что вы думаете по поводу обвинения в отношении вас, которые готовы предъявить уже российские правоохранители? Ну, вообще-то они еще в 2016 году, в январе 2016 года, они предъявляли, было вынесено постановление, в том числе о заочном аресте. Вот это как раз те 3 статьи, которые они тут перечисляют, они там фигурировали. А с чем вы связываете вот это новое обвинение? Недавно было такое же обвинение против Рифата Чубарова. То же самое раньше, это тоже против него выдвигали, а сейчас еще раз напоминают. Это, видимо, невидимо, это на 100% можно утверждать о том, что это как бы угроза. Если вы, дескать, перейдете кордон с Крымом, то вам будет предъявлено какие-то обвинения, вы будете посажены в тюрьму на какие-то сроки согласно вот этим статьям. Статьи сами очень абсурдные. Например, первая главная статья – это незаконный переход административного кордона Российской Федерации. Во-первых, Крым – это не Российская Федерация, а во-вторых, я его и не переходил. Последний раз я границу Российской Федерации переходил в марте 2014 года, но это было по приглашению экс-президента Татарстана и самого этого Путина на телефонную беседу в Москву. И все. А 3 мая 2014 года, после того, как они вынесли решение о запрете мне на въезде на территорию России и Крыма, но в то же время в средствах информации говорили, что это ложь, что это провокация, что никакого запрета не было. И я тогда действительно подходил
к административному кордону. Встречать меня выходили где-то около 5000 наших соотечественников, но кордон все-таки не удалось пройти, потому что кордон был закрыт, это свыше 1000 ОМОНовцев, где бронетранспортеры и вся прочая их техника. Там проходили переговоры на нейтральной полосе. Вот это все. А другое, вот это неправильное приобретение, хранение оружия, ну, абсурд какой-то. Для того, чтобы, оказывается, приобретать оружие, оно было приобретено в 90-х годах. Вот незаконное приобретение. Как это незаконно? Что у вас в России должен был, я спрашивать, разрешение? Есть разрешение на хранение этой винтовки. Правда, они обнаружили там еще после уже того, как мне запретили въезд на территорию Крыма, заходили в мой дом и обнаружили патрон от этой винтовки. Вот разрешение на хранение винтовки есть, а вот на патроны, оказывается, нету. Вот поэтому они возбуждают вот это уголовное дело. В общем, какая-то муть, для нормальных людей непонятно. Вот это вот. Мустафа, оставайтесь... Но, тем не менее, вот это они хотят использовать для того, чтобы запугать, вот, дескать, не делайте этого марша, иначе мы вас привлечем. Мустафа, оставайтесь на связи, у нас есть звонок из Москвы. Добрый вечер, представляйтесь, задавайте вопросы и комментируйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Во-первых, у меня просьба к вам и к редакции радио Кремля, чтобы все-таки называли украинское время, хотя оно сейчас совпадает с нашим, но просто для освещения вашей страны. Ну, мне лично это очень важно, просто вот самоосвещение. А теперь вопрос к уважаемому Мустафе Демирову, которого я просто бесконечно уважаю великих людей, которые столько лет держались и держатся сейчас перед нашими бандитами. У меня вопрос такой, каковы вообще будут действия, потому что ведь наши негодяи способны на любой подлость. Как вы будете, если что, себя защищать, если вдруг попытаются или вас поймать, или ваших участников, или вдруг, если начнут стрелять, от наших-то негодяев можно чего угодно ожидать. Вот какие ваши действия будут, и кого вы еще из международных предупреждаете или призываете, чтобы были рядом с вами. Вам здравия, радио Кремля, или тоже отличного вещания на 648, и повторюсь, вот называйте украинское время. Просто это для самоосвещения очень важно, поверьте. Спасибо за ваши вопросы. Мустафа. Ну, идея тут такая, что различные международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и все прочие международные организации выносили различные резолюции с требованием вывода иностранных войск с территории Крыма, обеспечения территориальной целостности Украины. Но эти резолюции не выполняются. Поэтому идея была такая: марш вместе с различными депутатами, политическими деятелями подойти к административному кордону и потребовать, чтобы они отошли от этой границы, убрали свои границы и обеспечили, так сказать, территориальную целостность украинского государства. Все участники этого марша будут без оружия. Речь не идет о каком-то насильственном прорыве. Просто подойдут вплотную и потребуют, чтобы эти международные наблюдатели сами своими глазами видели вот эту оккупационную систему. Каковы будут действия оккупантов? Ну, действительно, как вот сказал наш товарищ по задающий вопрос, действия этих людей непредсказуемы, потому что мы имеем дело с не очень адекватным государством. Конечно, всякое может быть. Поэтому мы рассматриваем различные варианты, в том числе, конечно, вот их неадекватные действия тоже. И там у нас, мы уже предупредили ООН, Евросоюз, Парламентскую ассамблею Совета Европы с тем, чтобы они прислали своих наблюдателей. И также ожидаем, что будут там значительное число политических деятелей, депутатов Европарламента. В общем, вот такое вот мероприятие.
Мустафа, вы уже идет, да, подготовка к акции, несмотря на то, что 3 мая на данный момент перенесли, пока неизвестно на какой день именно, так как сейчас коронавирус и у нас в Украине, и в мире. Подготовка идет. А кто уже предварительно дал уже какие-то ответы положительные, кто уже готов поддержать? Нет, по поводу сейчас я никаких называть не буду. Подготовка тоже приостановлена, потому что неизвестно, когда этот коронавирус кончится. И после того, как будет снят карантин, тоже, конечно, потребуется определенное время для этой подготовки. А то, что вы отправили различные обращения, но это было еще до карантина. Там указывалась конкретная дата. Но сейчас, пока нет конкретной даты, вот эти вот обращения, они как-то не имеют смысла, потому что люди должны, которые собираются приехать, должны запланировать, график себе внести, что нужно приехать. А сейчас мы эту дату назвать не можем. Сейчас условно считается, что до конца апреля, но более чем на 90% вероятность того, что и после 30 апреля тоже будет продлено вот это карантинное положение. И знаете, Мустафа, 19 марта спикер МИД России Мария Захарова призвала не проводить марш акции. Давайте послушаем, что она сказала, и мы продолжим. Сейчас готовится еще одна провокация, некий марш на Крым 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить. Это заявление Захаровой. Мустафа, почему, как вы думаете, почему такая реакция с Кремля, да, с МИД? Чего они опасаются? Народа это в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Это заявление Захарова. Мустафа, почему, как вы думаете, Мустафа, вы можете нас слышать? Да, я слышу. Ага. Да, как вы считаете, почему такая реакция с Кремля на акцию? Ну, ясное дело, они не хотят вообще каких-то напоминаний о Крыме, и все это для них очень, конечно, нежелательно. И они не только вот, Лавров уже высказался с угрозами, что это, дескать, для нас кончится плохо. По Крыму они кругом предупреждают, угрожают, чтобы крымские татары не выходили встречать участников марша. Вот такая вот ситуация. Мустафа, вот согласно документу, который опубликовала «Украинская правда», и который вам предоставили, вам домой, да, принесли этот документ, там указано, что уголовное дело открыто Следственным комитетом Крыма. Вот как вы считаете, инициатором стали все-таки местные представители силовых структур, либо это все-таки центральные органы власти, именно вот из Кремля, да, из Москвы это все идет? Ну, так называемые местные власти, они там никакого влияния, никакого слова не имеют. Все делается, конечно, сверху, тем более в таком вопросе, в политическом вопросе. Они могут быть только исполнителями. Разумеется, это только все санкционировано сверху. Угу. И вот подконтрольные Кремлю российские правоохранители вчера вот в Судаке обошли дома крымских татар, активистов крымско-татарского национального движения, членов Сударского регионального меджлиса. Они спрашивали у людей, будут ли они принимать участие в акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», который организовывается со стороны Меджлиса, и нам удалось пообщаться с крымскими татарами, к которым пришли силовики. Один из них — это Эльвир Аметов, активист национального движения. Давайте послушаем, что он сказал, Мустафа, и послушаем со зрителями, и продолжим наш эфир. Это участковый наш приходил, и спрашивали 3 мая, что собираетесь делать, а 18 мая, я говорю, поживем, увидим. Ничего не собираемся делать. Коронавирус у нас сейчас, да. И все. Не стал я никакие документы их не подписывать. Они там, мечеть ходишь, не ходишь, оружие есть, нет. Вот эти вопросы задавали. Ничего не буду, они устали. Здесь они меня в покое не оставляют. Уже судят. Ничего никак не могут остановиться. Уже 3 месяца. Ни за что.
И такой же визит участковый сделал и к жителю Судака Энверу Чаушу, и предлагаю послушать его, что он сказал. Пришли оттуда, хотели предписание мне дать, чтобы я подписал. Я говорю, ничего подписывать не буду. Не стал подписывать. Потом говорит, у вас вопрос такой, оружие есть, там в мечеть ходите или не ходите? Я говорю, в мечеть не хожу, оружие есть. У меня узаконенное оружие дома. В общем, на 3 мая, что вы думаете? Я говорю, ничего не думаю. Сейчас же коронавирус. Потом 18 доживем, посмотрим, говорю. Вот и все. И ушли. Да я ничего не боюсь. Мне уже 70, так что мертвого отца волка не боится. Такое мнение высказали представители и активисты национального движения из Крыма. Мустафа, вы с нами на связи, да? Да. Есть Там телефоны... еще несколько других вот тоже подходили. Очень многие говорили, да, 3 мая я выйду, я буду там встречать. Такие тоже были свидетели. Ну, вы до них, наверное, не дозвонились. Ну да, говорю, слушай дальше. Да. Есть телефонный звонок, предлагаю послушать. Добрый вечер, представляйтесь. Алло, здравствуйте. Мустафа, мы вас очень любим, уважаем. Я звоню из Крыма. И хочу сказать, что вы настоящий лидер крымских татар. Я хорошо помню, когда была студенткой Ташкентского нархоза и видела шествия народные, где люди кричали «Родину». Вы боролись за возвращение крымских татар, и я вас очень благодарю за то, что мы сюда вернулись. Крым – это наша Родина. И родина наших предков. Правда всегда восторжествует. И так и будет. Так и есть, и так и будет. Вам и вашей семье терпения и здоровья. Спасибо вам. Мустафа Ага. Спасибо, это действительно большое мужество. Говорить с оккупированного Крыма, прекрасно знаю, что эти телефонные разговоры прослушиваются ФСБ, и сказать такое, я большое спасибо, благодарю эту нашу слушательницу. Мустафа Ага, смотрите, такие вот участковые приходят и к женам политзаключенных, да, к семье Асанова пришли, где попросили, чтобы дали контактный телефон супруга, где она заявила, что он находится в тюрьме в Ростове-на-Дону. То есть мы видим, что российские силовики приходят в семьи крымских татар. Как вы можете оценить такие визиты? Что вы думаете об этом? Ну, это стратегия, она с первых дней оккупации, да и вообще это вся советская стратегия, держать людей в страхе и не позволять им делать все, что они считают нужным. Все должны по команде делать и больше ничего. А можно ли как-то защитить людей, которые живут сейчас в оккупированном Крыму? Невозможно. И поэтому люди, которые идут на какие-то лиги акции, прекрасно понимают, чем это может быть. То есть на это идут только мужественные люди. Но, конечно, мы в любом случае будут какие-то репрессии, мы будем на весь мир поднимать шум, привлекать международные организации. Это в какой-то мере, конечно, сдерживает, но сказать абсолютно, что оно защитит людей, это нет. Они будут продолжать эти репрессии, потому что террористические, тоталитарные, оккупационные режимы могут держаться только на страхе. Тогда, по вашему мнению, вот, по ходу российских участковых дома крымских татар, что они хотят добиться таким образом, силовики, принося, да, такие, спрашивая у людей про 3 мая, про 18 мая? Смирение для того, чтобы они никуда не выходили, никаких акций не участвовали. Это приемы еще отработанные советской властью, но эти приемы как при советской власти не действовали на наших соотечественников, так не будут действовать и при этой оккупационной власти тоже. И, Мустафа Ага, хотелось еще уточнить у вас по поводу обвинения. Как вы думаете, какой будет результат всех этих процессов в отношении вас? Откровенно говоря, меня этих результаты совершенно не интересует. И я подключил адвоката, только для меня нужно только узнать их фамилии, кто задействован вот в этом так называемом возбуждении уголовного дела, потому что все эти структуры на оккупированной территории, они незаконные. И любые их решения в отношении граждан Украины, они незаконны. И эти имена нам нужны для того, чтобы представить их международные организации на предмет наложения на них санкций
и применение каких-то мер, если они вдруг выедут на территорию своей Российской Федерации. Спасибо вам огромное. Мустафа Гаджимилев был с нами на связи в эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами на волне. Мы с вами встретимся через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. И мы продолжаем эфир. Я напоминаю, слушатели могут присоединиться к нам в эфир по телефону бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Российские силовики перенесли дату предъявления обвинения Мустафе Джемилеву. Об этом заявил адвокат лидера крымских татар Николай Полозов. Подробности узнаем у самого адвоката. Он присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер, Николай. Да, здравствуйте. Николай, вы планируете поехать в Крым на заседание, которое назначено 13 апреля? Но это не заседание, это будут следственные действия. Все это будет происходить в здании Главного следственного управления Следственного комитета в Крыму. И, это закрытые следственные действия, то есть, по сути, буду я там и следователь. Вот. Соответственно, он должен предъявить мне те документы, которые предназначены Мустафе Джемилеву, и, соответственно, показать иные документы, которые предусмотрены статьей 53 Уголовно-процессуального кодекса. В частности, если по делам назначались экспертизы, то постановление о назначении этих экспертиз и ряд других документов. А что вы думаете по поводу обвинения? Безусловно, обвинение является абсолютно политически мотивированным действием со стороны российских властей в оккупированном Крыму, в частности, со стороны Следственного комитета. Мы видели, что до этого Следственный комитет фактически попытался реанимировать дело 26 февраля, привлекая к уголовной ответственности Рифата Чубарова. То есть это такая политическая дубинка, которую российские власти используют в Крыму прежде всего для того, чтобы, естественно, тех крымских татар, граждан Украины, которые продолжают оставаться в Крыму, фактически вот такими действиями запугивать, показывать, что в отношении лидеров крымских татар можно проводить тоже, пускай заочные, но репрессии. Что касается дальнейших действий, это надо будет смотреть, какие будут решения принимать соответствующие должностные лица, следователи, начальство его, кремлевская власть в конечном счете, потому что дело может развиваться в разных направлениях. Сейчас пока, фактически это только начало. Если мы посмотрим на документ, там фигурирует фамилия Магомед Магомедов, да? Вот Рифат Чубаров, да. Глава Меджлиса крымско-татарского народа, призвал помочь в поисках информации следователи по особо важным делам Главного следственного комитета. Мы до эфира пообщались с Рифатом Чубаровым. Давайте послушаем, оставайтесь вы с нами на связи, хорошо? Почему мы обратили на него внимание? Этот человек прибыл первый месяц оккупации, то есть его направили для работы в карательных органах Российской Федерации в оккупированном Крыму в марте 2014 года. В конце марта 2014 года он прибыл из города Нижнекамска. Но фамилия, имя и отчество позволяют говорить, что Магомедов является не этническим казанским татарином, хотя он работал в Татарстане. Скорее всего, он уроженец Дагестана, и его этническое происхождение относится к одному из народов, населяющих Дагестан. Магомедов ведет дела по крымским татарам. Он ведет те дела, которые связаны непосредственно со мной. За это время, за свою рьяность, он был отмечен почетной грамотой президиума так называемого Госсовета Крыма. Человек очень циничный на уровне Российской Федерации, на уровне
федеральных органов готовятся особые провокации против меня, против Мустафаза, возможно, против других членов Меджлиса. И сейчас вот такие, как Магомедов, они оформляют срочно некие формальности, которые, как им представляется, позволят им говорить о том, что все процедуры необходимые были соблюдены. Для них главное продемонстрировать соблюдение ими формальностей для того, чтобы на каком-то вот этапе этой планирующейся ими провокации перейти к каким-то решительным действиям. Каковы эти действия? Мне сейчас трудно предположить, но мне представляется, что российские каратели ждут каких-то для них более благоприятных ситуаций. Это был глава Меджлиса Рифат Чубаров, а с нами на связи Николай Полозов, адвокат Мустафы Джемилева. Николай, а что вам известно про Магомедова? Но я, честно говоря, с этим следователем в Крыму не сталкивался, с ним не знаком, поэтому пока составить свое профессиональное мнение о нем как о следователе не готов. Но в ближайшее время я его увижу, и тогда уже у меня будет понимание, что он из себя представляет, по крайней мере, как должностное лицо. Николай, как вы считаете, почему вот уголовные преследования в отношении Джемилева, которые были открыты и ранее, вновь вернулись, да, спустя 5-6 лет? Как вы считаете, почему вот и такая практика мы наблюдаем и в отношении Рифата Чубарова? Ну, я думаю, что это напрямую связано с определенным политическим подтекстом, прежде всего с ранее анонсированным маршем, который должен был состояться 3 мая, то есть мирным шествием со стороны материковой части Украины в сторону Крыма, лицами, которые, крымскими татарами, всеми теми украинцами, кто разделяет приверженность территориальной целостности Украины и стремится к возвращению Крыма обратно от оккупации. Но, к сожалению или к счастью, вот эти бюрократические процедуры претворения политических решений в жизнь, они достаточно медлительные, и фактически та реакция, которая была запланирована ранее, она сейчас проявляется, уже несмотря на то, что фактически актуальность именно этой даты, 3 мая, в связи с пандемией, она потеряла свою необходимость. Поэтому решение было принято раньше, фактически объявили об этом сейчас, получается, что не совсем даже и к месту. А часто ли встречается, либо вы встречали в своей практике с такой ситуацией, когда вот российские правоохранители открывают уголовное дело, а потом через какое-то время вновь возвращаются? Насколько практикуется такое? Такое бывает. Дела могут приостанавливаться за розыском, могут приостанавливаться по иным основаниям. И этот факт приостановления не означает, что дело закрыто. Сейчас подобная ситуация с делом украинских военных моряков, она тоже приостановлена. Однако в нужный момент, политически или по иным соображениям, принимается решение, следователю дается указание, и он своим постановлением возобновляет производство по делу в любой момент. Николай, как вы думаете, вот это обвинение, которое в понедельник, 13 апреля планируют предъявить, насколько эта процедура будет открыта, насколько люди, которые живут в Крыму, могут наблюдать, принимать участие? Как вы думаете? Но это абсолютно закрытая процедура, это следственные действия. Проходить все это будет в Главном следственном управлении, туда просто так никого не пускают, только если следователь оставляет соответствующую заявку охране. И, фактически данные следственные действия могут охраняться следственной тайной. То есть в любом случае на эту процедуру вряд ли кто-то сможет прийти и увидеть. Но по этому делу совершенно очевидно, по всей видимости, мы будем инициировать определенные судебные разбирательства, в том числе обжалование незаконных действий следователя. Для этого нужно, конечно же, получить это обвинение и посмотреть
те материалы, которые следователь может предоставить для того, чтобы сформировать позицию. И вот уже на суды, конечно же, можно будет приходить всем желающим, но опять-таки сейчас все зависит от условий карантина и тех решений, которые принимают власти. Я думаю, что в ближайшее время вряд ли будут какие-то открытые слушания. А вообще планируете обращаться в международные инстанции, да, Международный суд? Ну, безусловно, то есть по всем абсолютно пунктам, которые будут предъявляться Мустафе Джемилеву, мы будем проводить соответствующую работу по обжалованию, по исчерпанию в рамках российской юрисдикции всех средств правовой защиты. Это является необходимым условием для обращения в международные инстанции, в тот же Европейский суд по правам человека. Естественно, мы будем туда обращаться, соблюдая все необходимые процедуры. Спасибо вам огромное. Мы общались с адвокатом Мустафы Джемилева Николаем Полозом. Уже в понедельник он будет в Крыму. И все подробности нового обвинения в отношении Мустафы Джемилева вы можете прочитать на сайте Крым Реали. Оставайтесь с нами, мы встретимся через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Я напоминаю, что слушатели могут присоединиться к нам в эфир по телефону бесплатно. Номер для звонков из Крыма 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И в эфире мы говорим о новом предъявлении обвинения лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. И вот ранее подконтрольно российским властям глава так называемой национально-культурной автономии Ивас Умеров заявлял, что уголовное дело, по его мнению, нужно открыть и в отношении Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, народного депутата Украины. В ход пошли традиционные обвинения в том, что руководство представительного органа крымских татар якобы пытается использовать публичные акции с целью создания хаоса. И подконтрольные Кремлю СМИ преподнесли мнение Иваза Умерова как позицию чуть ли не всех крымских татар, которые проживают на полуострове, что не соответствует действительности. А если уже проследить публичную деятельность национально-культурной автономии, так называемой, то окажется, что в организации состоит только один человек, и это сам Иваз Умеров. А вот обвинение Джемилеву выдвинули несуществующие органы, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова. Обвинение против лидера крымско-татарского народа незаконным пересечением границ Российской Федерации и незаконным обращением с оружием абсурдно, подчеркнула Людмила Денисова. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Мы озвучим ее заявление, предлагаю послушать полную версию. Окупаційна влада Росії не зраджує своїм традиціям, продовжує переслідувати лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва, який останні 6 років усіма можливими способами бореться за відновлення справедливості та повернення Криму під контроль України. Нещодавно так зване Главне слідственне управління по Республіці Крим і городу Севастополю підготувало пану Мустафі звинувачення у так званому незаконному перетині кордону Росії і незаконному поводженні зі зброєю. Самі звинувачення є абсурдними, не мають жодної юридичної сили та порушують права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, адже підготовлені так званим Главним слідственним управлінням по Криму і Севастополю, тобто органом, якого де-юре не існує. Росія продовжує свою політику залякування, бо вважає це дієвим способом зламати дух та потужний спротив мешканців Криму окупаційній владі. Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора з метою припинення Російською Федерацією порушень норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, незаконне переслідування громадян України та притягнення їх до відповідальності за злочини, які вони не скоювали. Висловлюю повну солідарність та підтримку Мустафі Джемілєву і ще раз нагадую окупантам – Крим – це Україна. Это было заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, а к нашему эфиру присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Я вас приветствую в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Антон, хочется услышать и вашу реакцию касательно сегодняшней темы. Это новое обвинение в отношении Мустафы Джемилева. Что думает представитель президента?
Ну, ми, по-перше, одразу ж відреагували на цю новину, скажімо так, як тільки вона з'явилася, так, ми одразу зробили заяву на сторінках у наших соцмережах, тому всі глядачі і слухачі можуть ознайомитися. Наша позиція, власне, є однозначною. Такі псевдо, скажімо так, переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, такі абсолютно надумані звинувачення, це є і порушення прав людини, це є порушення міжнародного гуманітарного права. І ми впевнені в тому, що це лише є реакцією російських окупаційних органів на діяльність пана Джемілєва, на його протистояння російській агресії і на його боротьбу за територіальну цілісність України. Тож, безумовно, ми всього цього не визнаємо і, безумовно, ми вважаємо, що українські правоохоронні органи, зокрема прокуратура Автономної Республіки Крим, відреагують на це. І згодом ми говоритимемо про те, що ми матимемо або на національному рівні судові провадження, або ж на міжнародному рівні. Обов'язково будуть використані відповідні дані, щоб показати, яким чином себе веде держава-агресор. Тож ми в цій ситуації, так само, як і в ситуації з надуманими звинуваченнями пану Рефату Чубарову, так, голові Меджлісу кримськотатарського народу, висловлюємо свою підтримку і, безумовно, вважаємо, що такі дії окупаційної влади є просто, власне, провинні і лінно, і порушенням дуже багатьох норм міжнародного права. А как вы считаете, Антон, нужно ли вообще реагировать на действия нелегитимных крымских силовых органов? Ну, я думаю, що такі органи, як наш, точно повинен це робити, тому що ми повинні говорити про те, що легітимні кримські органи – це кримські українські органи. Так, і, відповідно, будь-які російські окупаційні органи, вони є, по суті, незаконними і не мають жодного права робити те, що вони роблять. Тому так, звичайно, потрібно використовувати потім будь-які правові можливості, застосовувати такі факти у тому, що ми називаємо lawfare, так, тобто, по суті, українська правова війна проти Російської Федерації, яка, власне, ведеться на багатьох фронтах, багатьма державними органами України, але яка має на меті одну велику важливу ціль, одну велику важливу мету, так, притягнути Російську Федерацію до відповідальності за ці всі порушення, які вона вчинила проти нашої держави, починаючи з 2014 року. Антон, а нарушение прав крымчан и эти заявления, да, эти обвинения в отношении лидеров, как это может на международной арене, как можно их раскрыть, скажем так, да, чтобы все-таки мир увидел ситуацию, которая на самом деле происходит в Крыму и происходит в отношении и крымчан, и крымских татар? Ви знаєте, дуже важливо організовувати і брати участь у заходах на міжнародній арені, які стосуються Криму. Нам потрібно якомога частіше говорити про такі речі нашим міжнародним партнерам, адже міжнародні партнери повинні чітко розуміти, що про Крим можуть говорити тільки українські органи і, відповідно, тільки представницькі органи кримськотатарського народу, і що Російська Федерація не може бути тим голосом, який говорить про те, що відбувається в Криму. Тому ми абсолютно підтримуємо, скажімо так, будь-які заходи, які на міжнародній арені відбуваються і стосуються Криму. Ми сподіваємося, що ця тема продовжуватиме лунати у Нью-Йорку, Страсбурзі, Лондоні, Парижі, Берліні, інших місцях. І, звичайно, що такі факти переслідувань, особливо, звичайно, проти лідерів кримськотатарського народу, вони і представницьких органів, вони свідчать про, власне, політичні репресії і про політичний характер таких справ. Тому про це однозначно треба говорити і однозначно треба показувати міжнародному співтовариству, що Російська Федерація не може бути тією стороною, яка говорить за Крим, про Крим и від імені Крыма. А международное сообщество, оно понимает, прислушивается, и видите ли вы результаты? Так как мы наблюдаем, что вы выезжали до коронавируса, да, за границу и общались непосредственно, вы были в Германии.
Ну, ви знаєте, я би сказав, що реагує. Ну, так, ми були і в Німеччині, і в Естонії, і в Сполучених Штатах на засіданні Ради безпеки ООН у форматі Арія. Тобто, насправді реагує. І насправді, ви знаєте, такі речі, вони досить, скажімо так, є неприємними для Російської Федерації. Наприклад, вона одразу ж, коли бачить, що з українського боку буде хтось, хто представляє кримські органи, то одразу ж хочуть також включити в порядок денний когось, скажімо так, зі свого, так, російського боку, хоча, безумовно, це не вдається, тому що ніхто з поважних колег на Заході не буде слухати російських окупантів. Ви знаєте, прислуховуються, але, безумовно, я думаю, що ми можемо цю міжнародну підтримку використовувати більш активно і більш активно, проактивно, скажімо так, говорити про Крим на різних майданчиках. І останнім часом, мені здається, ми налагодили гарну співпрацю з Міністерством закордонних справ України та з питань Криму. Ви бачили, вони дуже активні теж останнім часом в контексті своїх коментарів, заяв і нот. Тому я думаю, що цей трек буде важливим для української держави надалі. Спасибо, Антон, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. С нами был постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. И напоминаю, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крымреалии. Оставайтесь с нами, мы услышимся через несколько секунд. Вечернее шоу. И мы продолжаем эфир. К нашему эфиру присоединяется Александр Подробинник, советский диссидент, правозащитник. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Александр, вы, наверное, уже слышали, да, об обвинении в отношении Мустафы Джемилева. Что вообще думаете? Ну, я думаю, что для Мустафы Джемилева это не такая большая новость и совсем не первые обвинения, которые он получает от советской или от российской власти. Я думаю, что он это легко переживет. А какие будут последствия такого формально-юридического характера? Ну, очевидно, что пока Киев находится под юрисдикцией Украины, ничего такого, ничего с ним не случится. Но одна из причин, почему это новое обвинение, это марш, который планировался 3 мая, но его пока перенесли на неопределенное время из-за коронавируса. Неужели вот такой мирный марш во главе с лидером крымских татар так сильно напугал российских силовиков, на ваш взгляд? Ну что вы, их пугает даже не то, что марш на Крым довольно приличного количества людей, пугают даже одиночные пикеты в Москве. Они и на это жестко реагируют, или на демонстрации, они их разгоняют самым жестоким образом. Они на все реагируют. Вообще у страха глаза велики, а они все время боятся за свою власть. Они чувствуют, что они заняли не свое кресло, сидят не на своем месте и очень опасаются любых движений общественных, которые могут их позиции каким-то образом поколебать. Поэтому их реакция на предполагаемый марш вполне естественная. Они боятся, что будет какой-нибудь результат у этой акции, а любой результат это не в их пользу. А как вы сами относитесь к акции? Будете принимать участие? Мне кажется, что это хорошая акция. Я пока не скажу, каким образом я к ней подключусь или буду принимать участие. Вот. Но это хорошая акция. Другое дело, что сейчас может быть не очень удачное время, потому что пандемия вирусная, и здесь у нас все идет кувырком, и я думаю, что ее же перенесли, эту акцию. Да, его перенесли. Планировали 3 мая, и из-за коронавируса перенесли пока на неопределенное время. Пока, видимо, не закончится карантин. Это правильно. Я думаю, что в будущем она состоится, и это будет очень показательная акция. И надо миру постоянно напоминать о том, что Крым аннексированная территория, что фактически полуостров украли. И я считаю, что мировое общественное мнение не должно это забывать и не должно с этим мириться.
И возвращаясь вот к уголовным преследованиям в отношении Мустафы Джемилева, какой у вас прогноз, чем может закончиться это уголовное обвинение? Да ничем это не закончится. Вы знаете, это у нас немножко иллюзорное государство. Оно любит создавать иллюзии. Иллюзии того, что это правовое государство, иллюзии того, что есть парламент, суд. И вот такие же иллюзии уголовного преследования. Они возбуждают уголовные дела против кого угодно, по любым поводам, против людей, которые не находятся под их юрисдикцией. Это такая игра, в которой они очень увлечены и которая не имеет серьезных последствий. Но, однако, мы наблюдаем, что и в отношении Мустафы Джемилева, и в отношении Рифата Чубарова те уголовные дела, которые были открыты ранее, их снова возобновляют. Как вы думаете, почему так поступают российские силовики? Простите, я не расслышал вас. Если мы наблюдаем, если посмотреть, да, на Мустафу Джемилева и на Рифата Чубарова, вновь открываются уголовные дела, которые были открыты ранее. Как вы считаете, почему возобновляются уголовные дела в отношении лидеров народа? Вы знаете, наша правоохранительная система имитирует бурную деятельность. Им постоянно нужны какие-нибудь враги. Вообще, всем авторитарным, тоталитарным режимам они постоянно испытывают нужду в каких-нибудь врагах. Но Мустафа Джемилев, да и Рифат Чубаров, и вообще крымско-татарские активисты – это очень удобные враги для нашей власти. Но, во-первых, они далеко, их уже невозможно арестовать, но против них можно возбудить уголовные дела и отчитаться о том, что российские правоохранители предпринимают какие-то правовые усилия для того, чтобы защитить страну от внешней агрессии, от пятой колонны, от внутренних врагов. У них очень большой выбор на этот счет. Они имитируют деятельность. Вы, Александр, советский диссидент, да, и если сравнить, вот как преследовали активистов в советское время и сейчас, вот что вы наблюдаете, какие есть сходства и отличия? Ну, у всех репрессий есть одно общее сходство, они имеют противоправный характер, и людей преследуют по политическим основаниям, нарушая их права и свободы. Это сходство, которое имеют все тоталитарные режимы, и не только в нынешнем российском, и в прошлом советском. Отличие, пожалуй, состоит в некоторой жесткости. Советский режим был все-таки гораздо более жесток по отношению к инакомыслящим, к людям, которые пытаются защищать свои национальные права или права человека, религиозные права. Но мы, с другой стороны, можем видеть, что постепенно наша страна возвращается к тому, что было в Советском Союзе. И практика политических репрессий постепенно приобретает те черты, которые были раньше, и о которых, например, может очень много и долго рассказывать Мустафа Джемилев, который хорошо все это знает. Но сегодня пока еще мы не дошли до той черты жесткости и бесправия, которая существовала в Советском Союзе. Александр, а как вы считаете, вот кто из мировых лидеров, да, мог бы вступиться за Мустафу Джемилева, чтобы, вот знаете, российская сторона уже прекратила заниматься вот таким травлей, да, его постоянным? Я думаю, что для российской стороны ничего вмешательства не будет очень большим авторитетом. Нету авторитетов для них. Они исходят из своих шкурных интересов, и вряд ли кто-то может иметь для них точку зрения, которую они уважают. Но они понимают язык силы, они понимают язык давления, язык санкций. И если западные лидеры проявляли бы больше последовательности в защите прав человека в России, в защите прав Украины, территориальных прав Украины, то это, конечно, пошло бы всем на пользу, и российскому народу, и тем более крымским татарам. Вот. Но я не вижу с их стороны большого желания каким-то образом прижать Путина и заставить его вести более такую взвешенную и более миролюбивую
политику. Мне кажется, что мы вряд ли можем ожидать от западных лидеров в ближайшее время адекватного поведения. А почему они так себя ведут, как вы считаете? Я думаю, что в значительной мере они себя ведут так от того, что Запад вообще в принципе исходит из такого соображения, что общепринятого соображения, что лучше худой мир, чем добрая война. И они отчитываются перед своими избирателями, считая, что самое главное достижение – это то, что сохраняется мир, укрепляются связи, добрососедские отношения, а какой ценой это достается странам и за чей счет это делается, это для них имеет второстепенное значение. Вы можете взять, например, ситуацию с Китаем, с которым ведется оживленная торговля, при том, что это вполне себе тоталитарное коммунистическое государство, в котором нещадно преследуют людей за инакомыслие. Но западные лидеры считают, что это как бы, если и не внутреннее дело Китая, то не особенно и западное дело, и можно иметь с ними дела и дальше. И вот до какого-то момента так продолжается, как продолжалось с Россией до 2014 года, пока Россия не оттяпала Крым в свою пользу, и тогда на Западе немножко встрепенулись и поняли, что это может быть начало совершенно другой политики российской, и она будет угрожать Европе. Вот тогда они немножко взялись за голову. Но это такая рефлексивная политика. Спасибо вам огромное. Александр Подробинник, советский диссидент и правозащитник, был с нами в эфире. А сейчас к нам присоединяется Андрей Акара, российский политолог. Добрый вечер, Андрей. Добрый. Андрей, вот мы наблюдаем новое обвинение со стороны Следственного комитета России в отношении лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. До этого, 23 марта этого года, стало известно, что подконтрольной России власти Крыма завели новое уголовное дело в отношении главы Меджлиса Рифата Чубарова, которое теперь это обвинение в организации массовых беспорядков во время митинга в Симферополе в 2014 году, 26 февраля. Как вы считаете, чего пытается добиться российские власти, возбуждая уголовные дела в отношении лидеров крымских татар? Знаете ли, политика Кремля по отношению к крымским татарам в целом, а также к органам самоорганизации крымских татар, она не оригинальна, и за последние 6 лет она, в общем-то, никак существенно не изменилась. Меняется только тактика. Иногда бывает запугивание, иногда бывают репрессии, иногда бывают уголовные дела, как теперь, иногда бывает воздействие мягкими средствами, то есть попытка склонить или перекупить, или привлечь на свою сторону каких-то деятелей крымско-татарского происхождения. Есть в Госдуме персонажи, которые называются депутатами от Республики Крым, так называемой. Один из них, по-моему, один крымский татарин. Есть другие какие-то люди, которые не просто активно сотрудничают с российской администрацией, а которые используются в том числе в пропагандистской кампании. Смотрите, есть плохие крымские татары, против которых мы возбуждаем уголовные дела, потому что они террористы, они враги России, они враги человечества. А есть хорошие крымские татары, и они очень радуются, что Крым в родной гавани, и что теперь крымские татары стали народом, в братской семье российских народов нашлось место и для крымских татар. Примерно такая политика официальная, и некоторые крымские татары действительно пошли на подобное сотрудничество. Наверное, и вам, и мне приходилось слышать от других крымских татар, что они думают о тех, кто пошел на подобное сотрудничество. Это как личный выбор и дело совести каждого человека, вне зависимости от его происхождения. И поэтому политика
по отношению к крымско-татарскому народу, она, в общем-то, в целом не меняется, но вот соотношение жестких средств, мягких средств и таких вот средств, когда речь идет не о жестком воздействии, не о мягком, а о таком вот постепенном выдавливании, ну, тоже есть и то, и другое, и третье, и это дает определенные результаты. Поэтому вряд ли мы можем думать, что эта политика в чем-то изменится. Ну, вот уголовные дела, в общем-то, можно удивляться не тому, что они есть, а почему вот только сейчас их возбудили, хотя, в общем-то, мы помним, что и раньше были преследования. Да, эти уголовные дела возбуждались и раньше. Андрей, хочу напомнить, что эти уголовные дела возбуждались и раньше, сейчас они возобновляются. Предполагают, что это все-таки в преддверии марша на Крым. Как вы считаете, вот такие вот уголовные дела, это попытка дискредитации лидеров крымских татар? Знаете ли, если бы это были какие-то люди, которых никто не знает, если бы это вот было впервые, то, по-моему, дискредитация и Мустафы Джемилева, и Рифата Чубарова, вот, знаете, на моей памяти российская пресса занималась их дискредитацией, ну или, можно сказать, описанием в негативном эмоционально-смысловом контексте, ну не то, что последние 6 лет. Я вот, допустим, помню, как это было в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. То есть всегда о них, я вот не помню ни одного хорошего слова, ну, может быть, они были, но мне не попадалось, но вот в российской информационной среде, особенно такой более или менее лояльный Кремлю, еще даже с ельцинских времен, я не помню о них хороших слов, и какие-то вот плохие слова о них были и раньше, ну а теперь это слова не просто плохие, это слова... Да, Андрей, я имела в виду, что Россия пытается, да, так дискредитировать лидеров крымских татар. Ну, можно назвать это дискредитацией, но мне кажется, что дискредитировать можно того, кого еще раньше не дискредитировали, а вот лидеров Меджлиса и лидеров крымско-татарского народа дискредитируют очень жестко на протяжении последних 20 лет, а не только 6 лет. Поэтому это не то, чтобы... Ну, можно назвать это новой попыткой дискредитации, если... А можно ли как-то повлиять вот на Россию, чтобы такие вот... Есть ли рычаги давления, да, на Кремль? Ну, знаете ли, рычаги давления на Кремль в том отношении, чтобы Следственный комитет не возбуждал уголовные дела против крымских татар или хотя бы против лидеров крымско-татарского народа. Ну, можно попробовать, чтобы какие-нибудь международные организации, занимающиеся правозащитной деятельностью, обратились к Путину или Патрушеву или к кому-то еще и попросили бы их это не делать. Сказали бы, что это является нарушением прав человека и так далее, политическими преследованиями. Но вряд ли это будет эффективным. Но и с другой стороны, сами по себе эти уголовные дела, они в общем-то для тех, против кого они возбуждены, ровным счетом ничего не обозначают, если, конечно же, эти люди не собираются въезжать на территорию Российской Федерации или если они не собираются побывать в Крыму. Если у них таких намерений нет, то, наверное, для них это, наоборот, определенное признание их деятельности и их заслуг по борьбе на благо крымско-татарского народа. А как вы считаете, Андрей, а что может повлиять на Россию? Ну, на Россию может повлиять два фактора. Или очень серьезная сила, такая, которая может себя вести по отношению с Кремлем так же, как Кремль может вести себя по отношению с очень серьезными политическими игроками в международной политике. И вторая сила – это Господь Бог,
или проведение. И вот мы видим, что проведению было угодно за последние недели достаточно серьезно переформатировать общемировую повестку дня. И в этой общемировой повестке, знаете ли, появились такие тенденции, такие явления, о которых мы еще 2 месяца назад даже не могли себе представить, что они появятся. Спасибо, Андрей Кара, российский политолог, был с нами на связи. Это была программа «Крымский вечер». Для вас ее провела Эльвина Сидбулаева. И до новых встреч.